Сәлеметсіздер sizler, менің құрметті достар. Интернет жұмыс істемей тұр. Ғаламтор істемей тұр. Неге? Мен білмеймін. Но это очень как-то подозрительно. Я не хочу там действительно какие-то подозрения высказывать в камеру, но действительно последние дни интернет, кстати, в России очень сильно зависает. Я как-то не обращал на это внимания, но дело в том, что у меня есть канал, который вещает на русскоязычных. Этот канал называется Min Music Channel. Я, конечно, могу там и по-немецки разговаривать, это не проблема, да. И дело в том, что и жена Контратак ТВ, люди тоже могут смотреть из, например, Оренбургской области, да. Вот. Например, оренбуржцы, да, у меня много подписчиков на канале Контратак ТВ, которые с Оренбурга. То есть не обязательно из каких-то там регионов России. Подписчики из Казахстана и из Оренбурга. И дело в том, что подписчики из Казахстана спокойно смотрят видео, у них нормально идет интернет. Но где-то, может быть, по технической части интернет не совсем хорошо, да. Но именно оренбуржцы иногда не могут пользоваться интернетом. Я такую информацию пособирал, а оказывается и россияне и из других регионов не все пользуются интернетом, особенно сейчас. И складывается такое ощущение, что не только по техническим причинам, а интернет отключаются. Я даже не скажу отключают. И отключается интернет. Почему? Вот, тут можно много чего придумать. Но опять же, я сразу вспоминаю события в январе в Казахстане. Что действительно нам, вот допустим, на ум приходило людям, которые живут непосредственно в Германии. Мы не могли выйти на связь с нашими родственниками из Казахстана. Почему? Потому что интернета не было, интернет просто пропадал. Это вот когда во время январских событий в Казахстане. Мы, конечно, даже в панику впадали, что мы не знали, что происходит с нашими родственниками, вообще с казахстанцами, что еще происходит. Интернета не было. Интернет просто отключали. Теперь интернет иногда отключается даже в российских регионах. И тут первая мысль. Совпадение? Понимаете, дело в том, что сейчас такое время, да, нельзя какие-то выдумки говорить на камеру, да, почему? Потому что если уже что-то говорить на камеру, то какие-то факты, какие-то реальные факты. Дело в том, что, вот смотрите, вот кто мне там пишет, там, вот эти, кто там что-то плохое про Куата Ахметова пишет, да, но дело в том, что Куат-то вам факты говорит. Он сам казахстанец, он сам там жил. Пусть он, да, какое-то время там не проживает. Но он казахстанец, и он прекрасно знает, что происходит. И какие-то такие комментарии плохие писать про него, я их просто блокирую. Но дело в том, что, как-то ни крути, все вот эти постсоветские страны, они как-то связаны или взаимосвязаны. Хоть Казахстан, хоть Российская Федерация, да, все равно еще много таких пунктов, которые все еще относятся друг к другу. И вот этот пункт, что интернет когда-то не работал при январских событиях в Казахстане, сейчас интернет не совсем работает хорошо в России. Вот как-то это все взаимосвязано, ребята. Вот есть какая-то связь между всем этим. Ну а вы уже думаете, что вы думаете, пишите комментарии. Дело в том, что здесь в YouTube тоже очень идет такой контроль. Поэтому, ребята, заходите на Telegram Куата Ахметова, и там можно уже поконкретнее что-то обсудить и поконкретнее о чем-то рассказать. И действительно, там уже можно, вот на Телеграме Куата Ахметова, заходите просто на его Telegram, и там уже действительно можно на кое-что открыть глаза. Бұл өте маңызды. Сау болыңыздар.